Политические партии не выполнили свои обещания, данные нам в 2016 году. 5 теплых лет в парламенте подходят к концу. Они также забыли отчитаться за 50 миллиардов тенге, которые получали из бюджета государства. На эти деньги можно было выплатить социальный пакет всем казахстанским детям из малообеспеченных семей. Это 21,9 миллиардов тенге. А также выплатить расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью 22,5 миллиардов тенге. Именно столько было заложено на 2020 год в бюджете Минтруда и соцзащиты. И если эти 50 миллиардов тенге поделить на 5 лет и на количество дней в году, то получится, что из бюджета Казахстана ежедневно на политические партии выделялось 28 миллионов тенге каждый день. Справедливо ли это, что наши налоги тратятся на политические партии, которые, кстати говоря, лучше и не стали? Я считаю, что политические партии обязаны отчитаться перед народом, почему не были выполнены обещания, а также выложить детальный финансовый отчет, куда были потрачены бюджетные деньги. Мы должны научиться спрашивать цивилизованно. Когда появились политические партии? Около 200 лет назад, когда не было интернета, телефонии, и людям нужно было объединяться, чтобы быть услышанными. Сегодня с развитием социальных сетей, ЕГОВ, каждый может обратиться на блог министра и, соответственно, быть услышанным. Получается, что политические партии – это настолько устаревший общественный институт, который не выполняет свои функции. И тем не менее, давайте посмотрим, какие функции они должны выполнять. Цель любой политической партии – завоевание власти. Только наши партии об этом ничего не знают. Главная задача – объединение людей по своим флагам, идеологии. Только у наших партий нет четкой идеологии. Ключевая функция – защита интересов отдельной социальной группы. И не бывает так, что партия защищает интересы абсолютно всех. А чьи интересы она защищает? И это большой вопрос. Назначение – это общественный контроль от имени народа. В некоторых государствах нет вообще политических партий, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Эмираты, Ватикан и другие. И тем не менее, они развиваются очень даже неплохо. Я думаю, настало время, когда можно создать мобильное приложение, способное по своей функциональности заменить все политические партии. Все мы знаем, что главным показателем эффективности чиновников является благосостояние населения. Давайте вместе посмотрим, как отличается зарплата депутатов высших законодательных советов от средней заработной платы по стране. Так, в Германии депутаты получают больше в 2,8 раза, в Англии в 2,6, а вот в Швейцарии и Испании зарплаты депутатов почти такие же, как и в среднем у граждан этой страны. Вот только в Казахстане депутаты получают в 4 раза больше, нежели в среднем получают казахстанцы. Я предлагаю понизить оклады депутатов и министров до средней зарплаты по стране и привязать к ней как основной KPI. То есть растут зарплаты казахстанцев и благосостояние общества, автоматически растут оклады наших депутатов и министров. А что касается акимов областей, то, соответственно, их оклады должны быть привязаны конкретно к показателю средней зарплаты в этой области. В этом случае каждый чиновник будет понимать, что их оклад зависит от благосостояния общества. А мы будто специально возводим высоко депутатов и отрываем от общества. Вот в советское время они, как и все, работали на производстве. И за них голосовали, потому что они были лучшие. И давайте посмотрим, как в Швейцарии становятся депутатами. Это фермер Маркус Хаусман. Так он работает в своем коровнике. А вот так он заседает в парламенте в качестве депутата от консервативной швейцарской народной партии. Депутат и фермер. В Швейцарии данное совместительство никого не удивляет. Ведь очень часто, получая высокие оклады и находясь на левом берегу столицы, они попадают в психологическую ловушку, и им начинает казаться, что благосостояние всего общества такое же, как у них. За последние 2 недели произошли важные события в экономическом блоке. Создано агентство по экономическим расследованиям.
Внесены изменения в налоговый кодекс, внесены исключения даже в указ главы государства, который до этого запрещал госорганам проверять бизнес. Теперь налоговики могут заявиться к МСБ в любой момент. А ты налоги не платишь. Как же? Вот, за землю, за воду А за снег? и за снег. Бизнес заставили пересчитать и сделать переначисление налогов аж с начала 2018 года. Понятно, что это делается для того, чтобы хоть как-то закрыть большую пробоину в бюджете за счет населения и бизнеса. Дорогие мои, вы не там ищете деньги. У населения их нет. Согласно Международному агентству Tax Justice Network, из Казахстана за последние 20 лет незаконно выведены в офшоры более 150 миллиардов долларов США. И вновь созданная служба экономических расследований должна заниматься именно этими вопросами, а не трясти бизнес внутри страны. И Минфин Казахстана за последние 5 лет завел 238 уголовных дел по факту незаконного вывоза капитала. Однако все эти дела не были доведены до конца. Мы же продолжаем брать кредиты у других государств. Я уверен, что можно вернуть в Казахстан как минимум 1/10 часть вывезенного капитала. Это 15 миллиардов долларов США. Этих денег достаточно для того, чтобы качнуть экономику и дать новый виток развития нашей страны. Знаете ли вы, какие доходы у Казахстана, а какие расходы? В бизнесе именно эти два показателя являются ключевыми, когда мы говорим об эффективности. У Казахстана доходы составляют 7,7 триллионов тенге, а расходы в 2 раза больше – 14 триллионов. И почти половину этих расходов мы покрываем за счет нацфонда или кредитов, загоняя экономику в большие долги. Давайте посмотрим, как обстоят дела с доходами и расходами у наших соседей. Для удобства все переведено в тенге. Как мы видим, у Казахстана маленькие доходы, но зато их расходы сопоставимы с доходами. Это очень важно. Они не живут на заемные деньги и не лезут в долги. Хотя у них нет ни нефти и газа или нацфонда. А вот самое интересное, что доходы Узбекистана выше расходов. Это самый лучший показатель эффективности. То есть Узбекистан каждый год накапливает деньги. Кроме того, у Казахстана очень большой госдолг. Обслуживание и погашение госдолга увеличится в 2023 году до 2,7 триллионов тенге и будет превышать бюджет развития. То есть получается, что наши долги и обслуживание по этим долгам растут быстрее, нежели мы зарабатываем деньги. В 2025 году накопление нацфонда приблизится к неснижаемому уровню. И, соответственно, мы уже с нацфонда не сможем брать деньги. Что тогда? Нам нужно секвестирование. Умное и эффективное. Так, чтобы без ущерба для населения. Изучив республиканский бюджет на 2021 год, я увидел очень много денег, которые можно секвестировать. Допустим, мы создадим по 5 видов типовых школ, больниц, учреждений, социальных объектов. Только благодаря этим решениям, не создавая ТЭО для каждого отдельного объекта, мы сможем экономить ежегодно около 500 миллиардов тенге. На дорожную карту занятости на 2021 год выделено 500 миллиардов тенге из нацфонда. Можно в 2 раза сократить эту сумму и сделать еще и эффективнее данную программу. А еще в каждом министерстве заложены лишние деньги, освоение которых никак не отразится на деятельности этого министерства или на самочувствии населения, и которые сложно отследить. Вот, допустим, Министерство индустрии и развития на всякие исследования тратит почти 5 миллиардов тенге. То есть, если мы с каждого министерства по 5-7 миллиардов тенге секвестируем, то это в сумме получится около 100 миллиардов тенге. Итого мы с вами беглым взглядом обнаружили в нашем республиканском бюджете около 850 миллиардов тенге, которые можно легко секвестировать, без ущерба для экономики и населения. А 850 миллиардов тенге – это целый республиканский бюджет Кыргызстана.
Давайте будем умнее, эффективнее и экономнее. По официальным данным, Казахстан производит 80 тысяч автомобилей в год или же 250 автомобилей в день. Где у нас такие производственные мощности, никто не знает. А Мининдустрия загнала себя в тупик, пытаясь доказать, что мы производим 167 моделей автомобилей. Сегодня мы докажем, что это не так. Государство вливает большие деньги и субсидирует автопром с одним лишь главным условием. Автомобили должны быть произведены в Казахстане. Это значит, что если автомобиль не произведен в Казахстане, государство не обязано платить за него и оказывать все эти льготы для производителей. Нам нужно всего лишь доказать, что автомобили не произведены в Казахстане. Это будет основанием для того, чтобы государство не выплачивало эти многомиллиардные суммы. Сделать это несложно. У каждого автомобиля имеется ВИН-код, который относится к международной системе учета и включает в себя World Manufacturers Identification, то есть мировой индекс изготовителя. Мы поехали в автосалон Алматы и сделали снимки ВИН-кодов. Так вот, ВИН-коды автомобилей, якобы произведенных в Казахстане, согласно международной системе учета, произведены на самом деле в России либо Южной Корее. Ни один автомобиль не числится как произведенный в Казахстане. Этим самым мы доказали, что автомобили не произведены у нас. А значит, и государство не обязано выплачивать многомиллиардные суммы этим лжепроизводителям. И если правительству не жалко денег налогоплательщиков, то мне очень жаль. Еще одно важное условие, выдвинутое государством, это увеличение казахстанского содержания, местного содержания. То есть автопроизводители взяли на себя обязательство делать как можно больше автозапчастей здесь у нас на машиностроительных заводах Казахстана. Следует отметить, что ни один производитель за последние 15 лет не выполнил этого условия, а сам министр индустрии Атамкулов сообщил, что локализация, то есть местное содержание в автопроме, доходит до 40, а по некоторым моделям и до 50%. Хотя всем известно, что нет в Казахстане ни одной модели автомобиля, в котором половина запчастей произведено у нас в Казахстане. Мы даже болтики и гайки не производим. Болтики и гайки вообще что производство? Китай? Китай? Да? Все оттуда. А казахстанского нет? Нет, у нас не делают, по-моему, даже. Не слышал. Кого мы обманываем? На самом деле Мининдустрии никогда не проводили исследования по локализации автопрома. А правительство продолжает вкачивать эти миллиарды в мифический автопром. Неужели мы думаем, что будем производить лучше, чем немцы, корейцы, японцы? Не легче ли нам пригласить сюда известный бренд, как Toyota, создать для него условия и делать по-настоящему мощный автопром? Мы иногда смеемся над Африкой, но ведь BMW пришли в Южноафриканскую республику. Они там построили самый мощный завод. Давайте посмотрим вместе. Это эксклюзивный выпуск из Африки, из завода BMW. Полностью автоматизировано и роботизировано производятся запчасти к автомобилям BMW. Просто посмотрите на количество роботов. И всего лишь несколько людей контролируют процесс. В этом цеху производится 15 автомобилей в час. Всего же производится 72 тысячи автомобилей в год. Обратите внимание, что вокруг одного такого гиганта BMW тут появились сотни заводов, которые делают запчасти и комплектующие. Господин Мамин, остановите эту никчемную промышленную политику. Остановите выплаты миллиардов тенге за автомобили, не произведенные в Казахстане. Почему ваше правительство так неуважительно относится к деньгам налогоплательщиков? Мы пойдем до конца и добьемся, чтобы деньги казахстанцев из бюджета не утекали непонятно куда.